Мухаммедгали Галиевич Искужин – человек, беззаветно преданный своему народу, просветитель, общественный деятель, отличник образования Республики Башкортостан, один из организаторов национальных учебных заведений. В числе инициативной группы башкирской интеллигенции Мухаммедгали Галиевич добился открытия в 1970 году первой башкирской школы, нынешней гимназии номер 20 имени Фатимы Мустафиной в Уфе. Благодаря его настойчивости в 90-х годах прошлого века начал работу ряд башкирских школ и детских садов в столице и городах республики. Мухаммедгали Искужин родился 23 марта 1927 года в деревне Среднее Муталово Куюргазинского района в крестьянской семье. Ему было 7 лет, когда умер отец. На руках Шафиги ханым осталось 6 детей. Невзирая на трудности, она до конца своей жизни осталась верна наказам мужа – посвятить себя обучению сыновей. Тогда мне было всего 1,5 года. Я отца не знаю, так ведь. Так, Тимиргали агай, это наш старший брат, он с 22 года, а Мухаммед агай, это с 27 года, а Явдат агай с 30 года рождения, а я сам 32 года фактически года рождения. Вот мы жили в деревне до войны, после смерти отца очень тяжело было. Благодаря усилиям матери, потом уже подрастившего Мухаммеда агая, мы как-то выкручивались. Кормушки для куриц, гусей, так, и морду делал так для поимки рыб, так, и продавал в соседней деревне Василию. В 1943 году мы всей семьей переехали в Якупово. Мухаммедгали агай работал в колхозе пастухом. Тогда с ним приключилась большая неприятность. На стадо коров и овец напали волки. Зверей было очень много, брату пришлось драться, чтобы спасти доверенный ему колхозный скот. Но волки есть волки. Мухаммедгали был весь в крови. Долго его потом вызывали в следственные органы. Условия жизни ухудшались день ото дня. В стране война, в деревне страшный голод, болезни, смерть. По приглашению старшего сына Тимиргали в 1944 году Шафига ханым решается на переезд в Самарканд. Из нашей деревни до Оренбурга где-то 120-130 километров. Так мы пеши, босиком, значит, до Оренбурга пошагали. В Оренбурге, значит, еле-еле продали корову за 32 тысячи. За эти деньги, значит, Мухаммед агай каким-то образом купил билеты, и мы еле-еле сели тогда, значит, Ташкент, город хлебный, все вокзалы забиты в сторону Средней Азии, желающие направляться. Так ведь, да, еле-еле сели в поезд и поехали. Вот таким образом мы оказались в Средней Азии. Так, тогда Мухаммед агаю было всего 17 лет. Старший Тимиргали для своих младших братьев всегда был примером. Цель – старательно учиться, получить высшее образование и обязательно вернуться на родину – стала для братьев руководством к жизни. По приезду в Самарканд они быстро освоили узбекский язык. Тимиргали успешно окончил исторический факультет Самаркандского государственного университета. Мухаммедгали с отличием Каттакурганский педагогический техникум и физико-математический факультет Самаркандского университета. Его направили в Самаркандской области, Жамбайский район. В Узбекистане, как, значит, одна средняя школа всего, значит, разных языках учили. Узбекский и русский. Так ведь, да? Остальные
школы все узбекские были, так ведь, да, все узбекские. Например, я, медалью закончил узбекскую школу. Евдатавай тоже золотой медалью закончил узбекскую школу. Вот таким образом Мухаммед Авай в Жамбайском районе в средней школе физику, математику и в русских школах на русском языке, и в узбекских школах, узбекских классах на узбекском языке преподавал. У нас одна была цель у всех. В Узбекистане долго не продержаться. Получив высшее образование, вернуться в родной Башкортостан и служить своему народу. Почему отец так рьяно занимался просвещением башкирского языка, открытием школ нашей республики? Потому что это, именно, я думаю, зародилось там. Потому что в Узбекистане там обучение на узбекском языке, вплоть до университетов. То есть все ступени, допустим, детских садов, да, это школа, потом техникумы, вузы, но и было и на русском языке. То есть, пожалуйста, если человек, там же не только узбеки одни жили, там различные национальности. Вот. И он хотел, чтобы у него родной республике тоже так же обучались в городах, дети знали свой язык, не забывали. Явдат, с отличием окончивший торгово-экономический факультет Самаркандского народно-хозяйственного института, первым вернулся на родину. Вслед за ним в Уфу приехал самый младший брат Талгат, выпускник горного факультета Среднеазиатского политехнического института. В 1960 году сбылась мечта и Мухаммеда. С женой и маленьким Рамилем он вернулся на родину. Уже учебный год Мухаммедгали Галиевич начал преподавателем физики и воспитателем в республиканской школе-интернате номер 1. Мы когда вернулись, после контраст такой, Узбекистан и Башкортостан. Это такой громадный контраст. Согласно политике коммунистической партии о единой советской нации, в республиках, в том числе и в Башкортостане, почти не осталось башкирских школ. Росло поколение детей, не знавших родной речи. Представители передовой башкирской интеллигенции прекрасно понимали, что с утратой языка в скором времени нависнет угроза потери национальных традиций, исторического и культурного наследия, менталитета народа. В конце 40-х годов ученый-филолог Идель Агишев обращает внимание общественности на тот факт, что в столице нет башкирских школ и, как следствие, мало уфимцев, знающих свой родной язык. Агишев начинает обивать пороги кабинетов чиновников с целью открытия в столице республики башкирской школы. Именно в эти годы у него появляются соратники, среди которых был и Мухаммедгали Искужин. До 60-х годов в Уфе, кроме школы-интерната номер 9 тогда, других школ на башкирском языке обучения не было. В 1968 году общественность столицы, родители детей добились открытия башкирского класса в школе номер 91 города Уфы. И это знаменательный день, с которого начинается зарождение национального башкирского образования. И с того времени в эту историю вписывается и имя Мухаммедгали Искужина. Со стороны секретаря обкома Тагира Исмагилевича Ахунзянова был резкий окрик, недоверие. Он начал требовать, что
никто из родителей не отдаст своих детей. Мы собрали таких детей на такой первый класс, 34 ребенка. И была там родительское собрание. Вдруг появилась одна функционерка партийная. Она выступила перед родителями, застрашила их, что если вы будете отдавать своих детей в башкирскую школу, вы окажетесь башкирскими националистами. Вот. Не делайте этого. После этого большинство родителей испугались и свои заявления забрали обратно. Однако основной состав не испугался. В следующем году уже 43 ученика изъявляют желание учиться в башкирском классе. Еще через год их становится втрое больше. Назревает актуальный вопрос о необходимости открытия отдельной школы. После упорных трудов и ходатайств этих двух наших героических личностей, Искужина и Агишева, добились разрешения правительства под подписью Акназарова открыть одно здание, которое строилось тогда, там открыть 20-ю школу башкирскую. Становление школы с национальным языком обучения шло с большими сложностями. Дело в том, что в учительском коллективе вплоть до последующих директоров и вплоть до райкома партии не было единого стремления сформировать эту школу как национальную школу с башкирским языком обучения. И вот пришлось это преодолевать. И Мухаммедгали Искужин был сторонником той родительской общественности, которая добивалась такого принципа. Например, обучение на родном языке необходимо вести вплоть до 8 класса. В семье Раушании и Мухаммедгали двое сыновей – Рамиль и Юлай. Оба выпускники 20-й школы. Дети младших братьев Талгата и Явдата также учились здесь. Но особенно повезло Юлаю. Он учился у отца, который после 11 лет работы в должности инженера-конструктора вернулся в педагогику. До самого ухода на пенсию Мухаммед Галиевич преподавал детям основы физики и астрономии. К уроку готовился очень скрупулезно, очень тщательно, со всем усердием. У него, уроки были подготовлены до такой степени, наверное, можно сказать, идеально. То есть он подготавливал лабораторные работы, все вот эти примеры. Сидел он в школе, пропадал до 11 часов, наверное. Домой появлялся поздно. Естественно, со стороны матери это были свои разговоры. И то, что он, сколько можно там так готовиться. А с другой стороны, он, хотя каждый год он к этому готовился, но каждый год это продолжалось то же самое. Эля училась у нас тоже, у него же. И что вот характерно, он любил одно, если любит, то значит до конца. Приехал к нам Шаталов, преподаватель один. Вот. Он очень хороший преподаватель. И главное, когда пришли преподавать, он преподавал этим, преподаватели сидели там все, учителя сидели. И вот он сказал: скажите, а кто будет давать открытый урок, кто желает?
И что удивительно, первый раз пришел Мухаммед Галиевич в эту школу, столько людей, там вот, преподавателей много. Он поднял руку, я проведу урок. И на следующий день не боялся он, потому что он был, очень хорошо знал свой предмет. Провел урок, прекрасно провел, на 5. Своему сыну, вот Юлай говорит, папа иногда меня 3, иногда 2 ставил. Блат для него не существовал. Так ведь, да? Так, моя дочь, единственная дочь, когда 10-летку заканчивал, так вот, единственная получила по физике 4. Так, мы просить его не стали. Он принципиально, ну, не заслуживает, значит, он правильно думает, может, он прав. Так ведь, да? Вот такой принципиальность иметь многим не хватает. Помню, его кабинет был на 1-м этаже, богатая в те годы лаборантская. И кто приходил в школу учиться, кому нужны были знания, они его получали. И в те годы никаких уроков, репетиторства не было. И вот ученики, получившие знания на уроках физики, они поступали в любые технические вузы нашей республики, нашей России. Например, семья Ганеевых. У них 5 мальчишек было в семье, и они все физики. Родители, учителя нашей школы, и они всегда говорили, что они очень благодарны Мухаммеду Галиевичу Искужину за его знания, которые он давал по физике, по астрономии. Жизнь Мухаммедгали Искужина можно разделить на 2 этапа – до и после выхода на пенсию. Соратники и друзья просветителя считают, что второй наиболее насыщен и плодотворен. Находясь на пенсии, до последних своих дней, вот, он стал организатором открытия башкирских детских учреждений и башкирских школ в городе Уфе, в Кумертау, Салавате и в других городах и районах. Чрезвычайно интересно, как он это организовал. Вот это можно назвать подвигом просветителя. С Мухаммедгали Агаем познакомились в 1986 году на собрании земляков. Мы оба куюргазинцы. Помню, как он переживал за родное село. В 50-е руководство включило Среднее Муталово в число бесперспективных деревень. Искужин мечтал о восстановлении родного села, но не успел воплотить свою мечту в жизнь. Попозже он меня привлек и к работе общественно-политического центра «Урал», избрав членом управления. Народ был очень активный, совещания наши часто проводились в клубе «Актерме». Тогда Мухаммедгали Галиевич активно собирал подписи в поддержку открытия башкирских детских садов в разных районах Уфы и республики. В какой-то момент он остался один. Хотя Мухаммедгали Агай не привык сдаваться, я не мог оставить его одного. Мы увлеклись работой над открытием 140-й гимназии в Инорсе и 144-й в Кировском районе. Каждая минута его жизни была посвящена просветительской деятельности. И в дождь, и в слякоть пожилой человек ходил по домам, выяснял количество детей, желающих обучаться на башкирском языке. Бывало, что и захлопывали перед ним дверь. Но раз за разом, настойчивыми шагами, Мухаммедгали Агай добивался своей цели. Вскоре, благодаря его неустанным трудам, были открыты башкирские гимназии и детские сады в каждом районе Уфы, в городах Кумертау и Салавате. После смерти Мухаммеда Галиевича его имя присвоили 136-му лицею в микрорайоне Сипайлово, города Уфы. Познакомился с ним в 1993 году. Он меня пригласил в 1993 году участвовать в конкурсе на вакантную должность директора башкирской школы, будущей башкирской школы. Для того, чтобы открыть у нас на нашей базе
в Сипайлово башкирскую школу, собрали общественники 650 подписей. Вот с этими подписями обратились в администрацию города, тогда был мэром Ималиддинов, и вот есть распоряжение мэра об открытии в микрорайоне Сипайлово 6 башкирской школы. Было распоряжение в 1993 году, а 1 сентября 1994 года мы открыли башкирский лицей. Особых препятствий не было, потому что он эту работу четко организовывал. Там чиновники, никто не мог отказывать ему, потому что были подписи родителей, заявления родителей. Не просто они расписывались, а были конкретно заявления именно в школу, в детский сад, в башкирскую группу, башкирскую класс общеобразовательной другой школы. Там, может быть, по каким-то организационной работе, или там не сразу открывали, или там не сразу решали вопросы, но в конечном счете он добивался, что полностью вот это, как он хотел, все полностью открывались школы. У нас в Демском районе в начале, конечно, открылись башкирские классы на базе 102-й школы. Очень отрадно было, что в нашем Демском районе открыли также в 2000-х годах башкирский детский сад, начальную школу, тогда под номер 7. В 2005 году 102-я школа получила статус башкирской гимназии номер 102, и эта школа сейчас является правофланговой не только в районе, в городе, и в республике, и в России. Он же был руководителем башкирского общественного центра Ак-Тамыр, также Ак-Терме. Он там возглавлял именно изучение башкирского языка, начиная с детских садов. Естественно, он нас консультировал, организатором он был. И он был и целеустремленным очень, и требовательным, чтобы мы никого не боялись, потому что мы живем в своей стране, в своей республике, и мы должны разговаривать на своем башкирском языке, изучать свой башкирский язык. Наши дети должны, ведь основа основ – это изучение своего языка, своей культуры. И он умел убеждать людей, ни криком, ничего. Он был твердого характера и в то же время мягкий. И даже вот в отношении нас он кричать не мог на людей. Вот такое у него это свойство характера были. Но в то же время твердость была такая, что он пробивал вот это сопротивление, так сказать, и администрации. Не случайно его имя присвоено ряду школ, и он является одним из уникальных людей, которые дали пример того, как нужно добиваться решения проблем не только даже очень правильными требованиями, но и своей титанической деятельностью. Вот таков был Мухаммедгали Искужин. Тяга к просветительству у Мухаммедгали Галиевича была в крови. В его родословной учителя медресе Зайнагабдин и его сын Искужа, которым народ за старательный труд и безвозмездное стремление обучать детей обращался не иначе как «дахи», что значит «великий». Невзирая на препятствия, обстоятельства, забывая о себе и своих нуждах, Мухаммедгали Искужин всю свою жизнь посвятил своему народу. Он мечтал, чтобы каждый башкир мог вести беседу на родном языке. Деятельность Искужина можно сравнить с просветительством Яна Гуса, возродившего чешский язык и понимавшего, что бессмертие народа в его языке.